Сегодня страна отмечает 75-ю годовщину Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Основные торжества традиционно в этот день проходят у памятника Победы, Звонницы. Но и в других местах организаторы торжества подготовили несколько масштабных сюрпризов. Наша съемочная группа целый день работала на месте событий. Алиса Алексеева продолжит. Уже ранним утром у Звонницы зазвучали мелодии военных лет и стихотворения Великой Отечественной. К мемориалу прибыли ветераны, различные делегации и другие гости. Здесь же возложили цветы в память о погибших бойцах и тех красноармейцах, кто пропал без вести. Стоя на Прохоровских просторах, мы воздаем почести всем фронтовикам-участникам Курской битвы, доблестным освободителям Орловской, Курской, Белгородской областей. Мы свято чтим великий беспримерный подвиг героев Прохоровского сражения. Особый почет тем, кто победу ковал не мысленно, а своими руками. Ветеранов осталось немного. Мария Денисовна Колтакова, железная леди, покорившая не одну стихию, дает напутственное слово молодому поколению. Хочу сказать, чтобы они берегли Родину. Родина у нас одна, и были самыми большими защитниками своего Отечества. Одно из самых ожидаемых событий здесь – парад духовых оркестров. Это почти 30 коллективов, 850 музыкантов из нашего региона – Нижнего Новгорода, Липецка, Москвы, Воронежа, Республики Тыва. Это, кстати, единственный в России конный духовой оркестр. Еще один подарок гостям – реконструкция военного боя в современных условиях. Ее участники – военнослужащие Вислинской мотострелковой дивизии Западного военного округа из Валуек. Они отрабатывают освобождение условно захваченных мирных жителей. Мотострелковые подразделения с бронетехникой проводят рейд со средствами имитации, холостыми боеприпасами. Тем самым они демонстрируют навыки, которые получили при обучении. В Западном военном округе очень тщательно подходят к обучению подразделений. Они должны уметь действовать в любых условиях, будь то пустынная местность или горный массив. Здесь же на танкодроме провели парад бронетехники советской армии и вооруженных сил России. В колонне проехали миномет, специальные артиллерийские тягачи, бронетранспортер, машина радиационно-химической разведки и еще несколько видов техники. В этом году, как и всегда, очень много гостей. Собралось несколько тысяч человек. Некоторые приехали даже не из районов области, а из других городов. Есть и курсанты, которые участвуют в военно-патриотических сборах. Каждый понимает, что чтить и помнить героев нужно всегда. Праздничные торжества проведут вплоть до позднего вечера. Организаторы подготовили много необычных сюрпризов. Это всевозможные тематические выставки, интерактивные площадки, квесты и многое другое. Алиса Алексеева, Владислав Плужник, Вячеслав Подзолков, Алексей Сыченко. Вести Белгород, Прохоровский район.